Это кадры передачи символических кубков от Совета ветеранов войны, тыла и труда Алданской центральной районной больницы. В Якутии 2021 был объявлен годом здоровья. В Алданском районе он прошел под эгидой охраны здоровья. Церемония вручения кубков является традиционной. Ежегодно они передаются сотрудникам областей, под деятельностью которых проходит год. Церемония ознаменовала официальное наступление Года здоровья в Алдане. Алданская ЦРБ является больницей второго уровня, в которой проводятся все виды диагностики и лечения. В 2021 по программе модернизации продолжилось оснащение и переоснащение медицинских учреждений. В больницы и поликлиники поступила высокотехнологичная аппаратура, диагностическое и реанимационное оборудование. В рентген-кабинете городской поликлиники маммограф старого образца был заменен цифровым. Теперь данные пишутся не на кассету, изображение по интернету сразу поступает в компьютер лаборанта. Женщинам с 39 лет маммографию необходимо проходить раз в 2 года. Маммографию у нас хорошо делают, у нас медкомиссия каждые 2 года, но я через год делаю. Нормально, хорошие девушки, хорошо у нас делают. Новый аппарат был установлен в кабинете флюорографии. Аналогичную установку также получила больница Нижнего Куранаха. Врачи отмечают, что большой процент серьезных заболеваний обнаруживается при прохождении профилактических осмотров. Флюорография выявляет как туберкулез и новообразования на ранних стадиях, так и иные патологии в легких и бронхах, в том числе очаги воспаления, пневмонии, фиброзы и плевриты. Прошли мы обучение на новом аппарате. Аппарат довольно-таки интересный. Каждый день проходит более 100 человек у нас на исследование. Кроме маммографа и флюороаппарата, Алданская ЦРБ получила передвижной палатный рентген. Он используется в стационаре для обследования тяжелобольных пациентов. Пополняется и обновляется автопарк. В прошлом году ЦРБ получила новые реанимобили и автомобиль для оказания неотложной помощи. Последним приобретением стал передвижной мобильный комплекс на базе КАМАЗа. Комплекс будет использоваться для выездов в города и поселки района. Медицинские бригады станут оказывать жителям как плановую и неотложную, так и экстренную помощь. В комплексе имеется диагностическая аппаратура, лабораторное и реанимационное оборудование. Кабинеты оснащены мебелью и инструментарием. Скоро машина отправится в первый рейс. По республиканской программе модернизации здравоохранения в части медицинских учреждений Алданской ЦРБ в 2021 году был проведен капитальный ремонт. В канун Нового года работы завершились в акушерском отделении. Условия оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным существенно улучшились. Произведена перепланировка родзалов. В результате зонирования появились родовой и послеродовой блоки. В санузлах установлены душевые кабины. Всюду заменены двери, уютными стали и палаты. Отделение оснащено функциональной мебелью и высокоточным оборудованием. Повезло прям, что ремонт закончился буквально накануне. И сейчас после капитального ремонта здесь раньше было хорошо, но стало прям замечательно. Наше акушерское отделение стало отвечать современным требованиям родовспоможения. В условиях неспокойной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции это очень актуально. Сейчас у нас появились специальные боксированные палаты для беременных отдельно, также отдельно в послеродовом блоке. В стационарах, поликлиниках, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Алданского района работают более 1100 врачей, фельдшеров и медсестер. Кадровый вопрос регулируется благодаря ряду механизмов. Одним из вариантов является целевая подготовка выпускников школ. Специалисты привлекаются в район в рамках государственных программ. В 2021 году решилась проблема с врачом-офтальмологом. В марте на базе ЦРБ открылся филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Ежемесячно в Алдан командировались специалисты из Якутска. С декабря врач-офтальмолог начала вести прием на постоянной основе. Это те просьбы, которые мы получали постоянно, когда я посещал столицу Южной Якутии, Золотоносной Якутии. Вот эта проблема была решена благодаря взаимодействию именно Центральной районной больницы, нашей клинической больницы и представителями общественности.
Хронические заболевания, травмы, прогрессирующие недуги, требующие постоянного наблюдения или оперативного вмешательства, глазные болезни, особенно среди представителей зрелого поколения, не редкость. Проблемы встречаются и у граждан молодого возраста, в частности, прогрессирующая близорукость. Врач-офтальмолог Евгения Бадмаевна-Дамдинова ведет как взрослый, так и детский прием. В перспективе будут организованы выезды в города и поселки района. Помимо плановой, специалист станет оказывать экстренную помощь. Надеемся, что качество медицинской помощи в плане офтальмологической службы у нас значительно улучшится. Будем работать в плане оказания плановой медицинской помощи, ну и экстренной медицинской помощи. Очень довольна и рада, что наконец-то у нас появился окулист на постоянной основе. В ушедшем году по-прежнему особое внимание медработники уделяли профилактике. В рамках медицинских дат проходили социально значимые акции. Большую работу вели специалисты онкологической службы. В Якутии по количеству раковых заболеваний Алданский район в числе лидеров. На учете у онколога состоят порядка 6,5 сотен человек. Большую часть занимает онкология легких, женской мочеполовой системы и кишечника. Знать свой диагноз не страшно, страшно его не знать. Выявленный на ранней стадии рак поддается лечению. Между тем, коварство новообразований состоит в том, что на начальных этапах они протекают практически бессимптомно. Медицинский осмотр необходимо проходить ежегодно, а профилактика онкологии включает прежде всего здоровый образ жизни. Знаю одну хорошую историю, когда мой дядя вовремя обратился, проверил УЗИ брюшной полости и на ранней стадии выявил большую опухоль. Когда ему ее удалили, сказали, через год ты бы уже не жил. Масштабную просветительскую работу продолжили врачи-фтизиатры. Планомерный охват всех категорий населения велся в течение года. Благодаря профилактике эпидситуация по туберкулезу характеризуется положительными тенденциями. Тем не менее, от инфекции не застрахован никто. Главной задачей фтизиатры ставят повышение грамотности населения, формирование ответственного отношения к своему здоровью, укрепление культуры и гуманности по отношению к больным. Проводим месячник, который направлен на информированность, на повышение информированности, осведомленности по профилактике туберкулеза и о необходимости прохождения профосмотров, включая флюорографическое обследование. Планомерная работа велась по пропаганде здорового образа жизни. Губительное воздействие никотина на организм ни для кого не секрет. Всемирная организация здравоохранения называет 25 заболеваний, течение которых серьезно усугубляет воздействие табака. Медработники детской консультации проводили беседы как с подростками, так и со взрослыми, курящими мамами и папами. Не стоит забывать, что есть такое понятие, как пассивное курение. То есть тот человек, который курит сам, он отравляет, образно говоря, окружающих вокруг себя. Поэтому даже те родители, которые курят, и рядом с ними ребенок, у ребенка также могут выявляться следы никотина в организме. С родителями маленьких пациентов педиатры продолжают работать по разным направлениям. Чем крепче иммунитет, тем реже малыш будет болеть. Мамам и папам медработники рассказывают о пользе закаливания, а также о необходимости соблюдения правил гигиены. Одним из приоритетов в здравоохранении является вакцинация. Многие недуги сегодня побеждены благодаря прививкам. Ну, обязательно надо соблюдать прививки, без этого потом болеть будешь, хуже будет. Да, мы вот немножко отстали от графика, сейчас пытаемся догнать. Медработники считают важным научить маленьких пациентов беречь себя самостоятельно. В течение года сотрудники больницы выходили в школы с лекциями. Темы подбирались в соответствии с возрастом слушателей. Старшеклассникам врачи и медсестры рассказывали о вреде пагубных пристрастий. Ребята младших и средних классов узнавали о том, как правильно одеваться, какая еда полезная и почему нельзя много времени уделять гаджетам. Еще раз напомнить ребятишечкам, что здоровье начинается с профилактики. Чтобы не возникло заболевания, чтобы детки у нас были здоровые, больше времени проходили на воздухе, правильно питались. 2021 выдался сложным, борьба со смертоносным вирусом не прекращалась.
В течение года проводилась вакцинация. Специализированные прививочные кабинеты открылись в поликлиниках и амбулаториях района. Выездные пункты разворачивались в общественных местах и на предприятиях. К гражданам, которые не могли прийти самостоятельно в поликлинику, бригады выезжали на дом. Параллельно медработники вели просветительскую работу. Вакцине нужно доверять. Наша российская вакцина, она эффективна, она доказала себя только с положительной стороны. Да, есть вакцинированные пациенты, которые все-таки заболели, но переносят они эту инфекцию на 70-80% легче, чем пациенты, которые не вакцинированы. Поэтому я призываю прежде всего население Алданского района вакцинироваться, не бояться вакцины. Вакцина переносится хорошо. Мы все сами вакцинированы. Особенно хорошо вакцину переносят люди возрастной группы, старше 60 лет. У них практически бессимптомно протекает поствакцинальный период. Медработники вновь и вновь напоминают всем, самым надежным щитом от коронавирусной инфекции и ее последствий остается вакцинация. В ближайшее время начнется иммунизация против COVID-19 детей и подростков от 12 до 17 лет. Сейчас идет подготовка к прививочной кампании. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 12 до 17 лет пока формируем списочки. Согласно санитарного приказа у нас есть положение, как она должна храниться, как должна транспортироваться. Поэтому вакцины пока в наличии нету, но мы уже готовы. Для здравоохранения района 2021 стал насыщенным и плодотворным. В перспективе планируется расширение реабилитационной помощи и восстановительной терапии. Продолжится внедрение высокотехнологичной медицинской помощи. В приоритете остается старшее поколение. Дальше мы хотим развивать это реабилитационно-восстановительную медицинскую помощь, это оказание гериатрической помощи, то есть населению старше 60 лет, так как наш район является одним из особенных именно в отношении пожилых лиц. И паллиативную медицинскую помощь будем развивать. Ну и, конечно, будет проводиться работа в продолжении повышения качества в других сферах. Это и в сердечно-сосудистой, и по онкологической медицинской помощи, и по педиатрии. Медицина идет вперед семимильными шагами. Совершенствуется лечебно-профилактический процесс, внедряются в практику новые виды высокотехнологичной помощи. А движущей силой остаются люди. Коллектив Алданской больницы отличается сплоченностью и стабильностью, что позволяет ставить новые цели и достигать их.